На 59-м неочередном заседании Народного собрания принимают участие 28 депутатов. Один из главных вопросов повестки дня – внесение на рассмотрение кандидатуры на пост председателя правительства Ингушетии. Открывает заседание спикер парламента Магомед Яндиев. Главы Республики Ингушетия в соответствии с пунктом 8 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия направляем на согласование кандидатуру Сурикова Константина Юрьевича для назначения на должность председателя правительства Республики Ингушетия. Приложение на двух листах с уважением глава Республики Ингушетия Калиматов Махмуд Али Макшарифович. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, выступая перед депутатами, отметил, что в соответствии с пунктом 8 статьи 70 Конституции Российской Федерации он подписал указ о поставке правительства республики. Кабинету министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Глава региона внес на рассмотрение парламентариев кандидатуру Сурикова Константина Юрьевича. Константин Юрьевич имеет богатый багаж знаний, хороший организатор и высокий профессионал. Полагаю, что эти качества позволят Сурикову Константину Юрьевичу качественно выполнять новые функции, решать стоящие перед правительством задачи. Просил бы вас и думаю, что вы одобрите мой выбор для дальнейшей работы в качестве правительства. Кандидат на пост председателя правительства Ингушетии Константин Суриков отметил, что в течение месяца пребывания на посту помощника-советника главы Ингушетии успел ознакомиться с социально-экономической ситуацией в республике. В случае его назначения он попытается создать в Ингушетии благоприятный деловой климат, привлечь инвестиции в приоритете исполнения национальных проектов, утвержденных президентом России. Задолженность по страховым взносам и мерам социальной поддержки будет погашена. Помощь в необходимых объемах уже одобрена. Далее. Необходимо обеспечить сбалансированность бюджета в целях исполнения всех обязательств, которые взяла на себя республика. На сегодняшний день дисбаланс, то есть разрыв между доходами и расходами бюджета, составляет порядка 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний в этом направлении проводится работа по привлечению финансовой помощи с федерального бюджета. Соответствующая поддержка также будет оказана. Но и со своей стороны правительству необходимо проанализировать расходы, выявить резервы для снижения данного разрыва, а также выявить потенциальные точки роста республики. По итогам указанной работы необходимо будет оперативно обеспечить внесение изменений в закон о республиканском бюджете. Далее. Решить вопрос в отношении продления мер бюджетного принуждения. Меры бюджетного принуждения были применены к республике из-за нецелевого использования бюджетных средств при предоставлении льгот отдельным категориям граждан. В связи с применением этих мер с республики планируется взыскать 3,8 миллиарда рублей. У нас этих денег нет. В целях снижения нагрузки на бюджет, благодаря поддержке федерального центра, уже принято решение о продлении исполнения мер бюджетного принуждения на 5 лет. В связи с этим перед правительством стоит задача обосновать несоизмеримую с возможностями бюджета нагрузку, возникающую при исполнении мер бюджетного принуждения, и запросить дополнительную финансовую помощь. Константин Суриков отметил, что необходимо обеспечить сбалансированность бюджета в целях исполнения всех обязательств, которые взяла на себя республика. В этом направлении проводится работа для привлечения финансовой помощи из федерального центра. Первоочередные текущие задачи, безусловно, необходимо думать о стратегии развития республики. Правительство должно определить приоритеты развития республики, то, что может дать максимальный экономический эффект и улучшить жизнь и благосостояние жителей в ближайшие 3 года. Перспективы развития нужно определять по всем направлениям жизнедеятельности республики, и особое мнение надо сосредоточить на тех отраслях экономики, которые могут дать быструю отдачу в ближайшем будущем. Одновременно предметом нашего пристального внимания должны быть среднесрочные и долгосрочные цели и задачи, которые дадут республике долгосрочную историческую перспективу. При формировании стратегии необходимо учитывать не только сильные стороны нашей экономики, но и акцентировать внимание на направлениях развития, обозначенных в стратегии развития государственной политики Российской Федерации, максимально используя возможность привлечения средств из федерального бюджета. В конечном итоге мы должны прийти к следующим показателям. На 1 рубль республиканского бюджета привлекать 9 рублей федерального бюджета и 10-12 рублей частных инвестиций. Подобный проектно-целевой подход к бюджету совместно с созданием атмосферы доверия власти, граждан и предпринимательского сообщества, благоприятного бизнес-инвестиционного климата, наряду с высокой конкуренцией, позволит республике занять лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. Тем более, что у республики на это все ресурсы и возможности есть. Таким образом, правительству необходимо
Обеспечить повышение налогового потенциала в целях снижения уровня дотационности республики, обеспечить стабильность и сбалансированность бюджета в долгосрочной перспективе и повысить самодостаточность региона не только в финансах, но и в обеспечении себя продовольствием. Данная задача достижима посредством создания благоприятного делового климата, привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности, более эффективного и рационального использования государственного имущества. После доклада кандидата на пост председателя правительства Ингушетии депутаты Народного собрания смогли задать интересующие их вопросы. Депутаты интересуются, как будет развиваться образование в Ингушетии. Я в вашем резюме вижу, что вы работали директором образовательных учреждений. Как вы думаете, какой у нас будет вектор развития образовательной среды нашей республики? Куда нам стоит стремиться? На какие ключевые моменты опираться? Спасибо. Экономика, ей надо заниматься. Но для того, чтобы обеспечить стратегию развития любого общества, общество должно быть в первую очередь образованным. И так как у нас высокая рождаемость, очень много детей, и Федерация помогает нам со школами и садиками, главной задачей это подготовка педагогических кадров. И именно на базе этого можно давать детям хорошее образование. В моем понимании вектор развития должен быть направлен, во-первых, на реальный сектор экономики. То есть не только готовить юристов, экономистов, безусловно, надо работать над тем, чтобы создавать рабочие места, и на эти рабочие места должны приходить подготовленные люди. А это и аграрный комплекс, и промышленность, и, конечно, особое внимание уделять сфере IT-технологий, потому что мы видим, что экономика уходит именно в этот сектор. Мы видим, что многие даже продажи уходят в онлайн. Традиционные формы продажи, такие как торговые центры, они тоже уходят. И мы понимаем, что можно, сидя дома, владея даже небольшими навыками, зарабатывать 20-30 тысяч рублей, только вот сидя у компьютера. После вопросов кандидату на пост председателя правительства Ингушетии депутаты ушли на перерыв для тайного голосования. По итогам тайного голосования на согласование кандидатуры, предложенной главой республики на пост председателя правительства Ингушетии, проголосовали 27 депутатов. Всего было выдано 28 бюллетеней. Таким образом, новым председателем правительства Ингушетии стал Суриков Константин Юрьевич. Суриков Константин Юрьевич родился 8 сентября 1971 года. В 1993 году окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, геолого-географический факультет. В 1995 году Томский государственный университет, экономический факультет. В 2004 году Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. В 2015 году Самарский государственный экономический университет, кандидат экономических наук. С 1993 по 2000 годы Главное управление Банка России по Томской области. С 2000 по 2003 год директор Томской банковской школы Банка России. 2003-2004 годы начальник головного расчетно-кассового центра Главного управления Банка России по Томской области. 2004-2005 годы заместитель начальника Главного управления Банка России по Томской области. С 2005 по 2009 год директор Московской банковской школы Банка России. 2009-2011 годы заместитель начальника Главного управления Банка России по Новосибирской области. С 2011 по 2014 годы начальник Главного управления Банка России по Самарской области. С 2014 по 2018 годы работал советником председателя правления Общества с ограниченной ответственностью КБ «Союзный», советником председателя правления Общества с ограниченной ответственностью КБ «Столичный кредит», управляющим отделением по Самарской области Волговятского Главного управления Банка России. Женат, имеет 2 детей. Новый председатель правительства Ингушетии после назначения ответил на вопросы представителей СМИ. Самые главные задачи на сегодняшний день – это финансово-бюджетная сфера. У нас заканчивается год, в том числе бюджетный год. Нам нужно исполнять все социальные обязательства, которые мы на себя взяли. Сейчас идет работа с федеральным центром. Какие-то деньги уже выделены на покрытие страховых взносов, других обязательств. Но основная задача в течение 2-3 недель – это работа с федеральным центром по помощи из федерального бюджета.
Новый председатель правительства отметил, что в числе приоритетных задач в регионе будет повышение качества жизни населения. Оно невозможно, если работа не будет идти по всем направлениям. Это образование, культура, здравоохранение и спорт. Ну а в ближайшее время в регионе будет сформирован новый кабинет министров, который начнет свою работу по новому курсу развития и созидания. Лина Цичоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.